Я продолжаю писать карту дня на 30 сентября, это у нас пятница. Смотрим следующие 6 знаков зодиака от весов и до рыбок. Если вы зашли на видео, а вам нужны первые 6 знаков зодиака, это у нас от Овна и до Девы. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева. Вам нужна первая часть этого видео. Я оставляю ссылочку под этим видео в описании. Да, там так и написано, ссылка на первую часть. Нажимаете, переходите и там найдете свой знак. Или если не хотите, не знаете, как искать, то можете в комментарии оставить запрос. Я вам оставлю в комментарии ссылку. А мы смотрим дальше. Следующие у нас весы. Весы 30 сентября, пятница, события дня. Смотрим. Казенный дом выпадает, первая книга. То есть посещение госучреждения, либо звонок в госучреждение, какие-то вопросы, нужно какой-то, может быть, документ, часто книга показывает, нужно взять справку, документ, отнести какую-то бумажку. Солнышко, хорошее настроение у вас будет в пятницу. Решится дело. Скорее всего, да, вот в этом госучреждении решите вопрос, поэтому и хорошее настроение. Пустые разговоры, с кем-то можете поболтать еще в пятницу. Метлу нельзя. Любовь. 2 сердца еще нашла вам. Значит, смотрите, получается с утра посещение госучреждения. Ну, что это может быть, да? То есть это больница, налоговая, школа, садик, не знаю, любое госучреждение. Дальше решение вопросов в этот день, хорошее настроение, болтовня, пустые разговоры и любовь. Да, то есть все хорошо в личной жизни. Просто прекрасный день. Да, то есть все хорошо и в личной жизни, и в делах. Видите, какие у вас хорошие события выпали. Благодарю за внимание и перехожу к скорпионам. Так, смотрим, скорпиончики. 30 сентября, пятница. События дня покажите мне, пожалуйста. Для скорпионов. Что будет в пятницу? Солнышко, будет очень хорошее настроение в пятницу, прямо с утра. Да, встали и отличное настроение. Шарики, хорошие новости. Вот видите, даже есть повод подсказывать, что, возможно, хорошее настроение будет после того, как вы получите какие-то очень-очень радостные новости. Деловая встреча. Ну, иногда просто встреча проигрывается. Ну, чаще какая-то вот связанная с работой, с делами. Гости. Бабочку нельзя. Победа. Смотрите, еще выпадает флаг. То есть вы в этот день можете выиграть, да, то есть можете получить какой-то результат хороший, обойти конкурентов.
То есть быть номер один. Надежда. Ну, точно вы на это надеетесь. Да, надежда на победу. Может быть, появляется надежда. Может быть, в этот день вы узнаете, что, да, вот там в ближайшее время получите какой-то результат хороший. Ожидание. Ожидание еще может быть в этот день. Ну, тут может быть, опять же, ожидание встречи, ожидание гостей, ожидание этой победы. Много куда, да, можно применить ожидание. Больше не вижу совпадений. Получается отличное настроение, хорошие новости, гости, встреча, победа, надежда и ожидание. Вот такие замечательные события выпали на пятницу. Скорпиончики, благодарю за внимание и перехожу к стрельцам. Смотрим, стрельцы. 30 сентября. Пятница. События для стрельцов. Покажите мне, пожалуйста. Разлука показывает, чемодан выпал. То есть, либо вы куда-то будете уезжать с чемоданом, либо кто-то, может быть, из членов семьи, показывает, что будет временное расставание. Верность. Гармоничные отношения в паре. Обман. Маска. Кто-то может обманывать в этот день. Выбор. Весы, колебания. Не знаю, что делать. Делать, не делать. Может быть, выбор, обманывать или нет. Рядом обман выпадает. Потому что иногда маска показывает, мы одеваем маску. Якорь. Якорь – это показывает прибытие. Если мы берем с чемоданом, то есть если вы куда-то едете, то прибытие в этот день куда-то и приедете уже. Или якорь – это еще остановка, когда мы где-то надолго фиксируемся, останавливаемся. Любовь. Два сердца. Смотрите, была еще луна. Вот я луну не увидела, увидела сердце. Если вы увидели луну, тогда у вас проиграется событие в месяце, и сердце не проиграется. Мешок с деньгами. Это событие какое-то связанное с деньгами. Можете снимать деньги, что-то покупать, там, допустим, отправлять, переводить. Переживание, глубокая печаль. Флаг нельзя. Казенный дом. Деньги. Деньги с казенным домом проиграть. То есть это какое-то госучреждение. Например, там налоговая, да, то есть идете что-то оплачивать налоги. Это может быть банк, идете снимать деньги, да, в банке. Или что-то оплачивать. Так, значит, смотрите, что у вас получается. У вас событий много, не буду я их перемешивать, просто называю по отдельности.
По отдельности у вас выпала разлука, расставание, гармоничные отношения в паре, любовь, то есть в личной жизни все хорошо, обман, выбор, вас кто-то обманет, вы будете стоять перед выбором, что-то будет делать с деньгами в госучреждении. Якорь показывает, что вы можете надолго где-то остановиться, то есть заякориться, бросить якорь. И вас что-то может расстроить в этот день. Глубокая печаль, переживание. Ну, тут, в принципе, да, вот есть повод, обман. Так что, стрельцы, вот такой у вас день, да, то есть есть какие-то нюансы. Нельзя сказать, хороший, да, это или плохой. Есть и хорошие события, есть и не очень. Такой 50 на 50, я бы сказала. Так что будьте осторожны, чтобы вас не обманули в пятницу. Благодарю за внимание и перехожу дальше к козерожкам. Так, козероги. 30 сентября. Козерожки, смотрим, что у вас. Неприятность, первое событие. С утра прям может быть. Поэтому вам надо быть осторожными, внимательными. Иногда это происходит по нашей вине. Тем более сейчас, да, когда ретроградный Меркурий. Какие-то ошибки бесконечные. Приглашение вы можете получить. Конфликт. Кстати, неприятность это и может быть конфликтом. Нерешенный вопрос. Тоже вот еще подсказка. То есть какая неприятность? Не решается вопрос. Не решается почему? Потому что что-то забыли, неправильно, не туда отправили, не так заполнили. Да, то есть вопрос не решается. Ножницы нельзя. Да, видите, не получается. То есть иногда вот этот цепь, ее можно разорвать, разрезать, да, вопрос решить, если выпадают ножницы. Но показывает, что вы в одном шаге от решения этого вопроса. Но вот именно в пятницу не получится его решить. Цыпленок показывает общение с детками. Мог еще быть лебедь. Видите, я не увидела лебедь. Если вы увидели лебедя, это верность. Да, то есть это отношения в паре хорошие будут. Цыпленок отношения в целом в семье показывает хорошие. Возможно, какое-то совместное времяпрепровождение будет еще. Свидание, приятная встреча. Так, сундучок нельзя. Чемодан нельзя. Кровать, интимная связь. Череп. Тут череп скорее даже я бы здесь его сделала. Череп может показывать после конфликта, да, вот этого, вы будете себя очень плохо чувствовать. То есть человек, с которым вы будете ругаться, может быть энергетическим вампиром. И после общения, да, тем более после ссоры с этим человеком, ты чувствуешь себя вот как выжатый лимон, да, у тебя нет энергии, у тебя нет сил. Так что смотрите, может быть плохое самочувствие. Значит, смотрим, что получается. У вас в этот день будет неприятность, будет конфликт и плохое самочувствие. У вас будет приглашение, может быть, на свидание, как вариант. Интимная связь будет. В семье будет все хорошо. Ну, то есть в личных отношениях в семье точно будет все хорошо. А вопрос только остается по делам, да, то есть тут не получается, не решаются дела. И вопрос, да, вот с какой-то неприятностью, два минуса. Не решится дело, и вы с кем-то можете поругаться, да, то есть и это тоже создаст для вас неприятность.
Так что вот для вас два предупреждения. Быть готовым к тому, что вы что-то не решите, и постараться избежать конфликта. Благодарю вас за внимание, козерожки, и перехожу я дальше к водолеям. Так. Смотрим, водолеи. Водолеи, 30 сентября, пятница, события дня. Верность, лебедь, гармоничные отношения в паре, может быть какое-то событие даже в паре. Обман, маска. Любовь, два сердца. Ключик. Ключ показывает, что все в ваших руках. То есть вы можете избежать этого обмана. Змея. Это какой-то человек, который хочет вам навредить. Да, то есть, называется злой язык. Это событие, то есть человек, от которого можно ожидать каких-то неприятных слов, какой-то пакости. Как вариант, может быть, этот человек и обманет. Да, то есть змею пригрели на груди. Может быть, вы не ожидаете, а ключ показывает, что вы откроете. Да, то есть вы откроете для себя в этот день, что этот человек обманщик, то есть он вас обманывает. Он или она, тут пол не важен. Вы доверяли, а человек, да, вот вел себя, мягко говоря, неправильно. Периметр я не нашла ни горизонтали, ни вертикали. Значит, получается у вас 5 событий. Первое показывает, что точно все хорошо будет в личной жизни, смотрите, да, то есть верность, любовь, все прекрасно. Может быть событие какое-то в паре, может быть знакомство, если пары нет. Да, эти два события могут показать знакомство. Дальше. И еще, что показывает, что будет обман. Кто-то в маске в вашем окружении, то есть какая-то змея, которая вас прям обманывает. Да, то есть человек является не тем, кем себя выдает. И ключ подсказывает, что вы можете этого человека, да, как бы открыть этот обман, то есть выяснить, что он вас обманывает. Еще ключ — это возможности. Да, то есть, несмотря на то, что этот человек делает какие-то гадости, вы все равно вот можете для себя что-то получать в этот день. Но, скорее всего, что этот человек будет мешать. Вот такая информация для вас, водолеи. Так что я желаю вам тут найти эту змею, да, в своем окружении. В маске. Кто-то в маске. Прикидывается хорошим. Или хорошей. Благодарю вас за внимание. И перехожу я дальше к рыбкам. Так, рыбки. 30 сентября. 30 сентября, пятница. События для рыбок мне покажите. Угу. Хорошо, я поняла. Смотрим. Интересно, что будет, потому что карты были очень непослушные. А когда непослушны, это, знаете, все как-то вот наперекосяк.
Колодец разочарования. Вы можете быть чем-то расстроены, и из-за этого, знаете, как-то вот все будет складываться не так, как вы хотели. Застолье. Может быть, может быть застолье по не очень хорошему поводу. Либо на застолье пройдет какая-то ситуация, да, которая вот вас очень сильно расстроит. Конверт. Получение. Получите, может быть, какую-то новость. Так, смотрите, здесь есть и конфликт, и флаг. Но я первый увидела конфликт. Мне первые в глаза мечи бросились. Если вы первый увидели флаг, значит, у вас проиграется как победа. Если, да, вот вы, как и я, увидели мечи, тогда показывают, что будут выяснения отношений с кем-то. И здесь очень похоже, потому что печаль выпала. То есть после этого конфликта вы будете расстроены. Возможно, даже опять же на застолье. Встреча. Ну, видите, говорит, что на встрече на какой-то. То есть вы встречаетесь с кем-то. Больше похоже на решение деловых вопросов. То есть это рабочие, деловые. Время. Какая-то проблема со временем. Может быть, вы опоздаете. Или у вас там не получается по времени что-то сделать, да, то есть из-за этого возникнет конфликт. Ну, если мы говорим о работе, да, то есть вы встретились, допустим, с клиентом, заказчиком, да, то есть и что-то не успеваете сделать, да, из этого конфликт. Ожидание. Либо, получается, вы сильно долго ждете кого-то, да, и потом ругаетесь с этим человеком за то, что долго ждали. В общем, вариантов тут много. Значит, называю вам, получается, в этот день будет какое-то застолье, будет получение, возможно, в руках конверт, да, то есть либо вам дарят конверт, либо вы дарите конверт. Глубокая печаль, разочарование, расстройство, да, то есть какие-то такие вот чувства не очень приятные будут. Возможно, это будет после конфликта. Конфликт произойдет на встрече, а тема, скорее всего, время и ожидание. Ну, я так это вижу. Так что, рыбки, вот такой у вас день. Надо вам постараться избежать, да, то есть какого-то выяснения отношений, чтобы потом вот не находиться в состоянии, да, какой-то печали. Не испортить себе настроение, да, на вечер, когда там намечается застолье. Так что вот такая информация. Благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.